Минувшая ночь в Авдеевке, где последние несколько дней не утихают противостояние украинских военных с террористами так называемой ДНР, прошла относительно спокойно. Сейчас из города эвакуируют население. Режим чрезвычайного положения пока не отменили. За последние 5 дней борьбы за оккупированные Россией районы Донбасса отдали жизни уже 9 украинских военных. Офицеры группы военно-гражданского сотрудничества эвакуируют из Авдеевской больницы пенсионерку Марию Григорьевну. Она поедет в соседнее Очеретино. Там не стреляют. Вы там живете? Не, я до сестры. Ага, вы знаете, куда адрес, хорошо? Да, я сейчас сыну звякну. Все. 2 дня Мария Григорьевна провела в больнице. Домой вернуться не может. Ее дом на линии огня. Окон нету, а свет через хату проходит, вот это пожар этот. Страшно. Все трусится. Ну, жизни нет. Но я, если бы холодно было, я бы все жила. А то, что стреляют. Добровольная эвакуация в Авдеевке продолжается. Помощью военных уже воспользовались сотни людей. Электроснабжение восстановить так и не удалось. Электрики нашли место обрыва электролиний. Однако из-за огня, который открыли боевики, вернулись ни с чем. Сейчас в городе ремонтники восстанавливают разрушенные дома. Коммунальщикам удается поддерживать тепло в квартирах до 17 градусов. Полевые кухни, пункты обогрева и выдачи гуманитарной помощи работают, как и накануне. За продуктами выстраивается огромная очередь. Военные отвозят продукты и в соседние поселки, расположенные рядом с линией огня. Эта машина отправляется в Опытное. Везем хлеб и продуктовые наборы, которые дала организация «Адра». На данный момент не всех жителей эти наборы мы получили. Плюс после этого направляемся на Пески. По данным Донецкой администрации, в целом город 36 раз обстреливали из градов и танков. Относительно спокойной была прошедшая ночь. Несмотря на письменные гарантии российской стороны соблюдать режим тишины, обстрелы не прекращались на окраинах, там, где расположены украинские военные части. Били по Красногорьевке и Богдановке. Эта ситуация вызвала беспокойство в НАТО. Мы призываем немедленно вернуться к режиму прекращения огня и отвести тяжелое вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Наблюдателям ОБСЕ должен быть гарантирован свободный и безопасный доступ ко всему региону, в том числе и границе Украины с Россией. Пресс-офицер 72-й бригады Елена Макринчук сообщила об обстреле боевиками миссии ОБСЕ в Авдеевке. Сейчас известно о гибели 9 военных. Накануне трехсторонняя группа в Минске призвала стороны украинского конфликта прекратить огонь до 5 февраля и обеспечить безопасную работу ОБСЕ. Роман Спиридонов, Анна Домбровская, Авдеевка, Заман, АТР.